К вечеру ветер усиливается. Вон моя лыжня. Тяжковато идти, ребят. Остановился. Стой, я только так постою. Моя рогатина. Палка. 2 похода уже с ним хожу. И вот оглянитесь. Все чисто, вокруг снег. Чисто, 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 чисто. И вот тут, смотрите. Тут вот иголки вот такие. Я не знаю, почему срывает с деревьев так ветер. Вроде какашки у глухарей нету. Или может глухарь тут кормился. Поэтому такие вот эти, как его, кончики от этих сучьев. Но обычно иголки падают, там несколько штук таких штучки падают, и срач остается после глухаря, когда если сидит тут. И здесь вот я проходил с северной стороны штук 7 косачей. Первый раз я сегодня за 2 суток увидел боровую дичь. Штук 7 прилетели вот высоко, в южную сторону. И даже, между прочим, нам по пути юго-восток сейчас я направляюсь. Может быть, еще увидим. Если нет, так в этом болоте, это болото очень большое, и 100% они тут будут таковать. Весной тут будет слышно, как они будут таковать. И весной, конечно же, будет на душе как-то интереснее, легче, что боровая дичь такует. А глухарей вот пока лунок даже ничего я не видел за целый день сегодня. Старые лунки попались. 1, 2, 3, 4 там. 4 лунки. Больше пока не видать. Непонятно, может тетерки это, может еще кто. Но это старые, свежих пока тоже не было. Где-то с километра, наверное, прошел-то есть. А, вон еще одна. Да, это тетерки, косачи. Да, 5. Штук 7 я их видел. Вон еще. Значит, эта партия тут и летает. Позапрошлом году я наснимал. Попал я тоже на эти лунки. Штук 50 их было. Даже удалось заснять их. Ветреная погода была. Вот так. Вон еще одна. Вот местами так, где вот поле более-менее снег держит. Ну да, все понятно. Это косачи тут. Вот. Вот так. Смотрите, какое болото. Но это малая часть только. Это окраина. И здесь такой... Мы оттуда шли. Там основное болото вон там. И здесь уже я припоминаю, вот моя лыжня. Припоминаю, мы с собаками здесь уже ходили. Здесь ходили, я помнится, вот здесь вот, где вот эти сухостои, я здесь переходил с собаками и прошли вон там, круг такой делали. Но это в осеннем фильме все показывал. Кто все время смотрит, должны помнить некоторые моменты. У некоторых даже лучше меня память там намного лучше. Все помнят, напоминаю там, что говорил, там, что показывал. Бывает, я много чего забываю, а зрители, конечно, все помнят. Но вот такой снег пошел, и знаете, как непонятно, как будто дождь со снегом.
так резко все поменялась погода, она все-таки к вечеру нулевая будет, как и РП-5 показывала позавчера. Вот. Ну, много воспоминаний, конечно, есть на этом болоте. Лет 3 назад, лет 4, уже не помню. Здесь, именно вот здесь пересекала, вот оттуда, наверное, вышли штук 100 оленей. Я на буране до сюда как-то буран там оставил, а потом я охотился и наткнулся на... вот я здесь обратно к бурану это шел, и здесь я наткнулся на следы там штук 100 оленей. Вот в Одноклассниках, не, ВКонтакте, наверное, помнится, выкладывал я это фото. Куча такая, штук 100, наверное, вот. И они пошли вон туда. Я бураном последующе ездил, короче, все это было, но их не видел. Жалко, конечно. Я бы, ну, в тот момент я еще снимал не на видеокамеру, а на фотоаппарат. На фотоаппарат, и качество, конечно, не такое, как сейчас на Panasonic, и приблизить ничего невозможно. Камера отсырела. На будущем году, надеюсь, в этом году-то есть. Все еще осенью будем охотиться. Вот я здесь первый раз осенью вот именно вот этот участок проверял. Все понравилось. Там, конечно, уже куда я иду на избу, там уже ихние промысловые участки, и не хочется туда лезть осенью, вот когда именно идет промысловое время. Охотятся. А уже как сезон пройдет, конечно же, можно. И сейчас вот тоже, ну, давненько я не был там с осени. Все, короче, пока не снимаю, погода вообще жесть. Дождь пошел, в общем. Вот такая фигня. Остается ровно 1000 метров до назначенной цели. Отклонился уже я на 188 метров от курса. Ну и точный GPS 5 показывает 1000 метров. Немного уже. Я пару шагов вперед сделал. Ну, назад чуть-чуть дал, чтобы показать. Вот сейчас. О, видели, как играет там. Километр. 1000 метров. Видно, не видно? Надеюсь, видно. Последние метры, ребята. Хорошо, что я завернул сюда. Немножко я уже обессилен. Вот это я устал сегодня. Самое сложное сейчас это найти дрова. Там один сухостой присмотрел, такой тоненький, чтобы рубить. Фу. Ну, тоже с той стороны, как и осенью с амбара подхожу. Но еще светло, все успеваем. Все успеваем. Так. Блин, труба опять. Надо искать трубу. И лестница на ладан душит. Вот. Чоловік заракарка. Ледь не шотчина друга. Важный гвол. Важный гвол ты дара. Ну, как и было. Тут ручей. На воду я буду делать из снега. Это я запарился сегодня. Вчера как-то меньше уставало. Сегодня или хуже держит снег. Не знаю. Мышиных следов пока не видать. Противно, когда мыши там. Вот. О, инеем так все покрылось. Придется греть избу.
Чё там за рахерка? Да ее и мешатчины. Вот смотрите, какая красота тут. Жесткий иней тут у нас. И там чайник. Ну не помню вот как я последний раз, когда заходил, как что было. Тут все или сверху отсюда идет этот мусор из потолка. Может, мыши бегали из-за этого. Жалко, конечно, что для растопки дрова не оставили. Ну да ничего. Будем разбираться, сейчас будем обживаться. Я буду ночевать в этой избе сегодня. У меня сил нету, чтобы еще 8 километров идти. Все, я устал. Я устал по-настоящему. Так. Вот пила, конечно, тоже заточить надо бы. В прошлый раз, когда ночевал тут, еще этой пилой тут пилил. Стихла вся. Тишина. Ребята, это дедовский метод заготовки дров. Вот такая пила. Не надо бензина, ничего. И мускулы будут, если поработаешь день-другой такой пилой. Тот, думаю, не колет, а вообще тупой. Вон. Хозяева, колун надо заточить. Непорядок. Затопил печку, ребята. На третий раз только получилось затопить. 2 раза что-то зажигал, но нифига ну, погасла печка. Оказывается, труба забита была снегом, и мне все-таки пришлось на крышу забраться, чтобы трубу прочистить. Сейчас нормально все горит, и буржуйка жар быстро даст. Я пока занимаюсь дровами. Вон какой я, как снежный человек. Что-то все гадает, думает, есть, нет снежный человек. Любой охотник, как снежный человек, выглядит. Вот, смотрите, еще 3 таких камли принес. Ну, это вершинка. Не знаю, хватит, нет, сколько чурок там получится. Сперва я поставлю в ведро снег, пусть тает. Вода пусть образуется. И, ну, сейчас скоро уже начнет темнеть. По-быстрому надо с этими дровами разобраться. Замучился уже я сегодня, что-то вообще силы я не знаю, почему сегодня нету. Как-то, не знаю, переутомился, видимо, я сегодня. Вот так. И прилипает, в лужу уже прилипает снег. Какая-то вот погода, знаете, давит на организм человека сегодня, вот давит, вот облачно и сыровато какая-то погода, вообще жесть. Вот, скажем, если ты
такой уставший еще придешь в избу, дров нету, и на улице уже тьма. Вообще гибель. Если я сюда на буране заскочу, не знаю, в этом году получится, нет. Обязательно привезу пилу и сделаю где-то для себя запас. Время от времени, раз в год я все равно в эту избу с ночевкой прихожу пешком. И где-нибудь запас делаю дров и пускай лежит. Скажем, приду и взял там, растопил печку. Не надо вот ебаться и не надо мучаться вообще. Если с напарником пилить, конечно, быстрее. Но не знаю, как выживаешь в снегу в сугробе около ноги или что там называется. 3 полена поставят и ночуют всю ночь. Но он за час горит, это 3 полена. Не знаю, как там. Самый лучший вариант это изба. Сейчас все нагреется. Благодарю. Уже чуть-чуть уже тепло идет. Это не кирпичная печка. Что мне в этой избе нравится, это вот эта печка. Который раз я ночую в этой избе, и эта печка вообще обалдеть. Очень нравится. Вот где какой пар идет. Ну, на камеру, конечно, меньше видно. Жестко идет пар. Труба отсырела. Я уже поставил, воду делаю, в общем, ведро. Пусть тает. Вот такое парище. Объектив потеет, ребята. Но вкратце расскажу. В данный момент сейчас 5 часов вечера. Уже, на улице сумерки такие. Уже темнеет. Я сейчас на быструю руку, скорую руку заварил бич-пакет. Там тушенка. И здесь еще у меня варится, поставил воду. Это моя посуда из нержавеющей стали. Объем такой литровый или 1,5-литровый. Всегда с собой беру, но редко, когда на костре я варю этот чай. Один чайник у меня закипел уже. Перелил я в термос. И вот столько еще воды у меня в запасе. Где-то 4 литра, наверное. Здесь вода, полный чайник вода. И там я сварю кашу, как говорил, кашу. В избушке тепло, буржуйка вообще класс. Антону привет большой, хозяин этой избы ВКонтакте. Переписались мы, он меня нашел, поговорили. И все нормально. Как бы виртуально мы знакомы с ним. Так я его и не встречал еще. Так, у меня тут карабин. 2 дня уже на улице. Везде уже обледенело. Дай, думаю, подсушу и пусть высохнет. Все тряпкой вычищу тут. Затвор. Все сухое, чтобы было. Чтоб стреляло, если что. И лыжи свои у меня тут тоже. Лыжи. Почему я занес? В принципе, лыжи-то ничего с ним не случится на улице, но у меня жестко обледенело все тут с ремнями. Ремни жестко обледенело, и все сейчас растает, все четко будет. Пусть тает, подсыхает. Готовимся к завтрашнему дню. Так, дровишка у меня 3 полена вот здесь. Здесь для растопки. И там еще. Там сухостой и березу еще спилил. Вот такой запас. Думаю, хватит. Сейчас уже вообще жара, в принципе. И поддувало я все закрою, чтобы тяги такого большого не было. И думаю, все окей будет. Будем отдыхать. Я уже постелил тут такой матрас. Там 3 матраса висело. Один постелил. Уже полежал немножко, чуть-чуть. Думал. Но
хреново мне спится, как бы от переутомления, когда много хожу, или же, не знаю от чего. Вот. Ну, вот такая лапша на скорую руку, как и говорил. Ну, многие ругают, а я вообще уже как бы перестал это кушать, но в такие походы беру. Угу. Вкусная зараза. Знаю, что вредно, но кушаю. Вот. Ну вот он я. Давно не виделись. Давно не виделись, ребят. В новой избе ночую. Но видео уже у меня было, когда я приезжал на Буране сюда. В прошлую осень приходил с собаками, охотились. А вот сейчас еще. Так получилось, что здесь ночую. Вот. Знаете, вот многие скажут сейчас, думаю, многие, может, хотят, мне говорят, но я думаю, что некоторые даже из подписчиков скажут, почему я повернул на эту избу, а не пошел до сюда, не пошел на свою избу. У меня два варианта, два пути. До сюда идти 3 с лишним километра было. До своей избы 8 и больше. Многие, вот, как думаю, скажут, что Олег пошел на ближнюю избу, но потерял кучу времени для заготовки дров туда-сюда. Но я сделал правильно. Пусть я потерял 2 часа на заготовку дров, но я буду ночевать в тепле. А 8 километров, когда ты проваливаешься, и жестко я уже устал сегодня за целый день. До обеда, скажем, я 6 часов прошагал, но так я устал, я не знаю почему. И завтра уже будем ночевать в своей избе. Блин, такой туман, не знаю, что-то видно, не видно меня. Вот. Ладно, ребята, я вижу, что я сижу в тумане, хотя все чисто, но видеокамера спотела, она видно. Я сейчас буду кушать, дальше варить. Выпью не меньше литра чая и буду отдыхать. Не знаю, сегодня включусь или нет уже. Если нет, так встретимся завтра. Потому что у меня зарядки, пауэрбанк с собой нету. Лишний груз я не таскаю. Очень далеко сегодня, потому что ходил. Вот, блин, что за фигня. И зарядка на 2 дня у меня. Сегодня поснимал и на завтра. Если что, может интересно, если будет что снимать. Ребят, решил еще показать, как я приготовлю ужин. Второй ужин, считай. Один был бич-пакет, а второй вот в такой посуде. Ой, что это такое? В такой посуде я сварил вот таких, вот таких 2 пакета. Опа. Как же он-то называется? Ой, посолить-то и забыл. Не пшено, а крупа. Как же? Щечка или что там? Так, быстрое приготовление. Каша, в общем. Сколько там? Минут 15, наверное, варил. Так.
печке. Потом печку затолкаю. Вот я посолить-то и забыл. И пока не остыла тушенки. Так, открывашки нету, наверное, тут. Ну, а заточка у меня нож. Как-то даже чуть жалко резать банку. Вот. Та же консерва, что и на своей избы там готовил макароны. То же самое. Как и говорил, тут одно мясо. Видите? Одно мясо. В принципе, на ужин мне это хватит. И завтра завтракать тоже мясо чуть-чуть, наверное, оставлю. Вот так. Жир растает, этот горячая каша еще. У меня еще с собой еще таскаю соль. Сразу вот забыл я посолить, когда вода кипела. Но соль в каждой избушке, конечно, есть, но я человек брезгливый, и когда мыши срут, блин, вообще противно. Вот так. Целая тарелка. О, это для меня одного, это очень много. Обалденно вкусно. Вроде все просто, а знаете, как вкусно? И когда аппетит есть. А если нету аппетита, ты хоть что вари, ешь. Пока горячий, ну вот, нормально посолил, самое то. Вот это уже еда. Это настоящая еда. Бич-пакет это на скорую руку тоже хорошая вещь. Обман голода, называем так. Покушал и забыл про голод на некоторое время. А, конечно, это уже... Вот как же он называется? Это крупа-то. Ячневая каша, наверное, получилась. Ячневая, да, как же? Ну, ячневая каша, в общем. Да, обалденно вкусно, ребята. И главное, консервы очень хорошие. Сейчас объектив подсох. Все, высохло. Ну тут у меня еще консервы остались на завтра. Завтра с утра с хлебом, с чаем попью. И все четко. Вот. Очень вкусно. Ну что, ребята, сейчас уже точно, на сегодня уже фильм закончился. Больше говорить ничего не буду. Просто хотелось показать, вот какой ужин я приготовил.
Смотрите, сколько мяса тут. Очень много мяса. И ячневая крупа. Ячневая крупа, ячневая каша с мясом получилась, тушенкой. Вот так. Я бы еще здесь выпил морс. Я жажду еще не утолил. Я чай пью, а все равно не могу напиться. Морс я бы сейчас с удовольствием выпил. Вот так. Все. До завтра вообще.